Здраво! Меня зовут Мирка Здравич. В апреле я уже рассказывал вам о методах борьбы с коронавирусом в Туркменистане. Напомню, власти запретили употребление этого слова, исключив его из лексикона врачей, учителей и чиновников. И кажется, это действительно сработало. В нашей стране по сегодняшний день не было официально зарегистрированных случаев данного заболевания. Сработало? Сработало! Сработало! Как же так вышло, что коронавирус обошел стороной туркменов? Все очень просто. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, как мы с вами знаем, не только превосходный певец, музыкант, штангист, гонщик и стрелок, но еще и медик. На его счету больше 3 десятков медицинских книг о лечебных свойствах трав, чая, воды или, например, туркменских дынь. Они помогают от любой болезни. Даю гарантию, что книга станет бестселлером. Благодаря его советам и окуриванию всего подряд дымом Гармала и по его же совету в стране проводятся массовые мероприятия. Чемпионат по футболу, День Победы, День Ахалтекинского скакуна, велопробег на 10 тысяч человек, очереди за хлебом с драками. Да, поговаривают, что в некоторых регионах хлеб в государственных магазинах можно получить только по продуктовым карточкам, отстаивая очередь. Поэтому соблюдать дистанцию просто не получается. Да никто и не требует. Но ведь несмотря на степень закрытости, есть, например, дальнобойщики, которые ездят в соседние республики, где, кстати, коронавирус признали. Или студенты, которых вернули в Туркменистан. Но тут тоже все схвачено. Для них построили карантинные центры, которые, судя по фотографиям в сети, выглядят как армейские палатки. Ну, злые языки, что с них взять? Тут уже не все это видят. Через окна. Сидят дома за окнами и смотрят. А сколько у нас всего открытых окон? Все открыты. Ни в чем меры не знаем. Кстати, во многих странах мира проходят акции протеста против Бердымухамедова. Недовольные туркмены вышли на улицы Кипра, Турции, Канады и Америки. Список претензий внушителей: коронавирус, безработица, дефицит продовольствия, отсутствие помощи пострадавшим после недавнего урагана. Тысячи людей подверглись воздействию вируса, потому что вы внушаете страх нашим людям. Я сам поеду в Анкару, сделаю акт самосожжения. Я это заявляю тебе. Но это только в интернете и только за пределами Туркменистана. Что происходит в самом Туркменистане и как живут местные жители, неизвестно. Ведь единственный счастливый житель Туркменистана, который попадает в объективы камер, сам Бердымухамедов. Он-то отдыхать умеет. Недавно, например, прокатился на своем гидроцикле по водохранилищу, где планируют построить зону отдыха. Наверняка ее построит сам Бердымухамедов. До скорых встреч!